будущем я хочу стать летчиком. Не знаю, потому что мне как-то нравится на истребителе погонять. Клим Иванов. Увлечение. Музыка, спорт. Диагноз. Ахондроплазия. Девиз. Хочешь веселья? Создай его сам. Я же один в школу не могу ходить, потому что повесить не могу. Ну, если это я могу, один выйти могу. Все могу-то. А такое... Климу поставили диагноз ахондроплазия. Это такое заболевание, особенность, когда трубчатые кости рук и ног, они растут, но очень медленно. В принципе, никаких особенностей больше нет, только влияющие на рост. 69 минус 35. Получилось? Молодец, садись. Клим ко мне пришел 3 года назад на подготовку. Приятно была удивлена, что мальчик развит, мальчик воспитан. Общался со всеми ровно, одинаково, вежливо. То есть, и ребята реагировали на него тоже вполне спокойно. Начинали мы строиться на 1-м этаже, и обычно редко кто из ребят, если им не нравится одноклассники, дают руки друг другу. Здесь же была совсем другая история. С Климом все наперебой хотели встать, помочь ему. Запутались. 109 сантиметров. Сколько же в нем метров? Вот какое число нам попалось, да? 100. Единиц у нас 3. Значит, получилось 5. У меня оценки такие, средние, нормальные. 3, 4. Но сегодня не повезло, у меня 5. Ну, у нас учительница хорошая, ну, многовато иногда задает. Дим, а помнишь, у тебя есть дизлайк, крепыш? А у меня есть. Нет, у меня пепси есть. А у меня 2 пепси есть. Ну, с ним никогда нельзя заскучать. Он веселый, энергичный друг. Мы гоняемся за девочкой, ее зовут Полина. К Климу мы относимся нормально. Я ему иногда помогала мыть доску. Он до самого верха не достает. 186 дециметров в сантиметрах миллиардов. Клима отдали в обычную школу. Приняла решение сразу, чтобы он рос, развивался на уровне со всеми детьми одинаково. Только обычная школа и только общение со сверстниками, с обыкновенными детьми. Мы разговаривали с психологом, сейчас у него тот возраст начинается, когда он понимает свое отличие от других ребят, и это его немножечко расстраивает. Но при правильном подходе, я думаю, что таких сильных психологических проблем у него быть не должно. У нас в школе есть хороший психолог, который может ему в этом помочь, а мы все равно стараемся сделать так, что в обиду его не давать. Быстрее вставай, Клим, вставай, бери захват опять, бросай давай. Побыстрее давай. Плотнее ручку затягивай, плотнее. Все, и бросай. Вот так, еще выше ручку плотнее бери. Но Клим занимается месяц, как пришел к нам. За месяц он уже более-менее себя проявил, неплохо занимается. Трудолюбивый такой, старательный парень. Не сказать, что вот у него какие-то ограничения есть, и он на это акцентирует. Также он тренируется со всеми одинаково, как бы нету поблажек ни ему, ни другим детям. Хоп! Быстрее, быстрее встаем, дальше продолжаем. Руки не опускаем, Рамиль. Я не думаю, что рост так уж большую роль сыграет. Я думаю, если он сам выберет это выступать и дальше тренироваться, я думаю, получится у него. Руку хватаете, с колен бросаете, вертушку делаете. Все поняли? Да, я это помню. Все. Если забудете, я вам напомню. Мальчики должны драться, потому что, во-первых, можно заступиться за младшего, а во-вторых, постоять за себя. Когда... Оп. Все. Ох ты. Все, болевой. Вот так взял. Болевой сделаем.
сейчас в данный момент он много чем занимается. Он занимается музыкой, потом плавание, сноуборд занимается, сейчас ММА. Мы закрываемся, там снасти делаем, блесна какие-то. Вот удочку я сейчас ему в данный момент сделал, спиннинг, вот, купил. Ну, вот лето придет. Он, в общем-то, уже кидает, но пока что не ловил рыбу. Ну, летом, дай бог, будем ловить. И сейчас хочешь ты сделать серьезно. Серьезно делаем. Вот так, молодец. Вот, Дед очень любит его. Они очень часто закрываются, беседуют вдвоем, что-то какие-то он ему дает наставления, да, он секретничает с ним, он ему друг. Клим, оказывается, играет на флейте, занимается в музыкальной школе. Правильно, Клим? Да. Покажи свой инструмент, пожалуйста. Идем. Идем. У меня подлиннее. Ребята, вы слышали, как играет? Нет. Давай, Клим, покажи, как ты играешь на флейте. Он уже 2 года занимается, оказывается. Ну, перед 7 классом это одно, Ну, сыграй то, что сыграл. Она такая красивая, давай. Аплодисменты реально будут большие, я знаю. Ну ладно, это потом, когда сыграешь, давай. Ну, начинай. Итак, посмотрите, какой красивый, высокий и очень Это прохладный жизнь была. тембр. Вот сейчас я слушал, и весь класс слушали, как он играет на флейте. Очень здорово. Мне понравилось, как он играет на флейте. Совершенно случайно мы записались и на флейту. Вообще он с детства очень музыкальный, очень любил танцевать, и очень хороший у него слух был. Вот. И решили заняться каким-то музыкальным инструментом. Решили флейту, тоже вот в силу особенностей, да, ему удобно играть. И попробовали, и пошло. И понравилось. И невероятно просто сразу он начал... То есть даже подбирать мелодии какие-то самостоятельно. Си бемоль. Вот так мы играем. Громче. Еще смелее, смелее. Я флейтой еще заниматься, потому что она легкая. Я же не могу вот на такой гитаре играть. Она тяжелая, мне же надо держать. Потом я, наверное, другую флейту возьму. Или саксофон, я не знаю. 3, 4 и... Я смотрю когда на учеников, я всегда думаю, на какой бы конкурс пойти бы с ними. Я уже вот высматриваю тех, кто хорошо занимается, дети у меня. И он маленький еще тогда был, и поэтому боялся сцены, конечно. Для меня это тоже важно, чтобы он вышел на сцену первый раз, и чтобы он полюбил сцену с первого раза, а не то, что там плохо сыграл, испугался и сказал, я больше не пойду на сцену туда. Вот я этот момент очень сильно учитываю, и сама тоже вместе с ним волнуюсь, конечно, все это переживаю. Ну, когда мы узнали про этот конкурс «Созвездие талантов», то я сказала бабушке, хотите? Она сказала, не знаю, давайте попробуем. Сыну, не поставь в упрек, что на клубок земли наматывал я нити длинные дорог. Зато, как скоро здесь свидания, как тесен мир дорог и встреч. Нет, не сумели расстояния. Я когда первый раз вышел, мне так вот было, нормально, спокойно, как будто там никого нет. Я там или 4 раза выступал, наверное.
я не помню сколько уже. Но готовился мне эта учительница же учила. Я, наверное, не знаю, сколько там был, тогда было много. Но я как-то через, не знаю, несколько месяцев, вроде месяца-то, потом уже научилась. Мой край, возлюбленный навеки. У нас в этом году пришли новые первоклассники, и они с ним были незнакомы. Их реакция бывает очень разная. Кто-то пальцем показывает на него, кто-то смеется. Он приходит обратно в класс, возвращается, и видно, что он без настроения, что ему это, конечно же, не нравится. Одноклассники так-то мои вообще нет, они даже не хотят. Им вообще это не надо. А от других классов иногда дранят. Это нельзя вылечить, то есть диагноз уже поставлен, но возможно сделать операцию, то есть только убрать диспропорцию, удлинить конечности путем вытягивания. Устанавливается аппарат Елизарова на ножки, на ручки, и происходит крутка. То есть вовнутрь ставится железный стержень. Вот, достаточно болезненный процесс, но есть хорошие положительные результаты, есть примеры, вот, что мы, в принципе, собираемся сделать. Вот. Но не из-за того, чтобы там как-то его поменять, а только для того, чтобы ему было удобно и каких-то дальнейших последствий не возникало отрицательных на организм, там, на те же самые кости, на позвоночник. Тоже это очень достаточно серьезная нагрузка, тем более с его ритмом. Короче, меня это как-то заинтересовало, я попробовала делать, я это вроде 3 дня это делал. Но сейчас я быстро делаю. Надо, чтобы блесток еще вместилось. Самое главное – это отношение, да, это реакция на окружающий мир. И как ты относишься, как ты принимаешь сам себя, так, соответственно, да, будут к тебе относиться люди. Может, все роботы дети, а я один такой нормальный. Наверное, все роботы однозначно. Нормальные. Но я один нормальный.